Буквально накануне приезда в Таджикистан миссии ВОЗ, на вопросы Азия Плюс ответила глава таджикского представительства Галина Перфильева и ее коллеги из Европейского офиса этой организации. Отметим, что вопросы специалистам ВОЗ были отправлены 28 апреля, до объявления в Таджикистане случаев выявления коронавируса. Интервью было частями записано 29 и 30 апреля, а окончательный вариант, после согласований, поступил в редакцию Азия Плюс в 20:00 1 мая. В связи с сегодняшним визитом ВОЗ в Таджикистан, Азия Плюс решила опубликовать данное интервью в этом виде. Не на все вопросы мы получили удовлетворяющие нас ответы. Кроме того, у нас не было времени задать дополнительные вопросы, которые возникли после получения этих ответов. 8:22-24 апреля глава ВОЗ в Таджикистане категорически утверждать, что в стране нет случаев заболевания. Нельзя. Вопрос к доктору Галине Перфильевой, руководителю странового представительства ВОЗ в Республике Таджикистан. 1 апреля вы выступили по таджикскому телевидению и твердо заявили, что в Таджикистане нет ни одного зарегистрированного случая COVID-19. При этом, вы сослались на официальные статистические данные. Вы считаете, что этим данным можно верить? Мы полагаемся на то, что органы управления здравоохранения информируют нас о подтвержденных случаях, и на 1 апреля мы не получали уведомления о каких-либо таких случаях. Мы полагаемся на доверительные отношения с нашими партнерами в стране. Если так, то по какой причине в вашем последнем интервью «Коммерсанту», накануне визита миссии ВОЗ, вы не исключили вероятность присутствия коронавируса в Таджикистане? Ведь официальные статистические данные продолжают убеждать нас в том, что в нашей стране данное заболевание отсутствует. Республика Таджикистан приступила к тестированию с применением тестовых систем, сертифицированных со стороны ВОЗ, еще в марте, и образцы были отправлены для валидации, утверждения, ряд, в референтную лабораторию ВОЗ в Лондоне, и все анализы были подтверждены как отрицательные. После этого, и в связи с введением ограничений поездок по всей Европе, появились проблемы с валидацией тестов. Мы не можем исключать того, что в стране могут быть случаи инфицирования COVID-19, которые еще не выявлены. Именно по этой причине, власти Таджикистана приняли осторожный подход и приступили к принятию мер подготовки к случаям инфицирования. Фото Азия Плюс. Ввиду того, что на данный момент нет лекарственных средств, которые позволяют проводить профилактику и лечение COVID-19, санитарно-профилактические меры, включая гигиену рук и дыхательных путей, а также соблюдение физической дистанции, представляют собой важные средства для предотвращения передачи заболевания. Ранее в интервью радио Азодии, вы отметили, что такое большое количество случаев пневмонии является предметом беспокойства для нас, для всех. В то же время Министерство здравоохранения АРТ заявляет, что в течение первого квартала 2020 года случаев пневмонии было зарегистрировано меньше, чем в течение того же периода прошлого года. Значит ли это, что количество случаев заболевания участилось именно в апреле, или вы ставите под сомнение заявление Минздрава? Отчеты эпидемиологического надзора представляются ежемесячно, и ВОЗ пока еще не получила отчет за апрель. Можно ожидать, что случаи пневмонии в стране в апреле были, так как в отчетах эпидемиологического надзора за предыдущие месяцы отмечались несколько случаев пневмонии. 17-18 1 мая. Гражданское сообщество Таджикистана просит ВОЗ посетить медучреждения, СИЗО и колонии. ВОЗ будет тщательно рассматривать данные за апрель, так же как мы рассматриваем данные за каждый месяц, и проведет оценку того, показывают ли эти данные повышение или снижение количества случаев пневмонии в сравнении с предыдущими месяцами или предыдущими годами. Все возможные сигналы, которые могут служить в качестве признаков раннего оповещения об инфицировании COVID-19,
играют важную роль в настоящее время и должны подвергаться тщательной оценке. Именно по этой причине ВОЗ осуществляет работу с Министерством здравоохранения в направлении наращивания потенциала по тестированию потенциала системы здравоохранения в Республике Таджикистан, чтобы подготовиться к возможному распространению COVID-19 также и здесь. Миссия встретится как с чиновниками, так и с экспертами. Почему офис ВОЗ в Таджикистане до последних дней игнорировал все запросы СМИ на получение информации? ВОЗ очень серьезно относится к вопросу коммуникации с общественностью, и средства массовой информации играют критическую роль в предоставлении доверенной консультативной информации в сфере здоровья, которая может повлиять на изменение ситуации, связанной с жизнью и смертью. Прозрачное предоставление информации является предметом нашей ответственности, и ВОЗ уделяет особое внимание данному аспекту реагирования на всех уровнях. Представительство организации в Республике Таджикистан очень тесно вовлечено в оказание поддержки мерам реагирования, предпринятым правительством, и мы делали все возможное в рамках нашего потенциала для того, чтобы отвечать на запросы от средств массовой информации. Мы со всей серьезностью отнесемся к вашему замечанию и будем работать над улучшением нашего взаимодействия и сотрудничества со средствами массовой информации в ближайшем будущем. Как вы оцениваете свое взаимодействие с Министерством здравоохранения АРТ? Между ВОЗ и Министерством здравоохранения Республики Таджикистан налажена долгая история взаимоотношений, и ВОЗ будет продолжать предоставлять техническую и консультативную поддержку. В этом заключается цель и задачи запланированной миссии ВОЗ в страну, которая будет уделять внимание подготовке и готовности к управлению возникновением и распространением случаев инфицирования COVID-19. Команда миссии намерена встретиться как с чиновниками высокого ранга, так и с экспертами общественного здравоохранения в соответствующих сферах, для совместной работы над оценкой рисков и получения понимания ситуации на местах, а также с целью разработки механизмов реагирования, при необходимости, для устранения последствий какой-либо вспышки COVID-19. Фотося Плюс миссия является частью специально подготовленной поддержки, которая оказывается со стороны ВОЗ всем странам-участницам в Европейском регионе. В течение прошедших 2 месяцев ВОЗ направила около 60 миссий в страны региона, цель которых заключалась в поддержке мер реагирования на вспышки COVID-19 в этих странах, и мы приветствуем предоставленную возможность предложить поддержку Республике Таджикистан и ее народу в такой беспрецедентный период, когда нужно проводить тесты, а когда КТ. На вопросы отвечает доктор Каролайн Браун, руководитель сектора клинических и медицинских интервенций COVID-19, менеджер программы СИУ, ВОЖС, Управление в случае инфекционных угроз программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Каким образом вы сотрудничаете с Минздравом в вопросе проведения тестов? Вам предоставляют уже готовые результаты сделанных тестов или вы лично участвуете в процессе проведения некоторых из них? Мы вовлечены на нескольких этапах процесса. Во-первых, на этапе готовности. ВОЗ имеет долгую историю взаимодействия с Таджикистаном в направлении создания системы эпидемиологического надзора и реагирования по гриппу. Как части структуры готовности к пандемическому гриппу, Республика Таджикистан вносит вклад в региональный и глобальный эпидемиологический надзор путем предоставления данных по вирусам сезонного гриппа в ВОЗ, а ВОЗ, в свою очередь, вносит вклад в информирование процесса выбора вакцинного штамма сезонного гриппа. Ввиду того, что COVID-19 вызван новым респираторным вирусом, в отношении данной вспышки Республика Таджикистан и другие страны применяют потенциал, подготовленный в отношении гриппа. Этот потенциал включает в себя возможности выявления вирусов гриппа с применением техники тестирования ПЦР, полимеразная цепная реакция, методом амплификации нуклеиновых кислот, МАНК, которая также применяется для обнаружения вируса COVID-19. Таджикистан получил реагенты и тестовые системы, наборы, разработанные со стороны ВОЗ,
от референтных лабораторий в Германии и Российской Федерации, «Вектор», а также руководство ВОЗ по методам отбора образцов и проведения ПЦР, включая проведение инструктажа на месте, в городе Душанбе. 12.9 1 мая Китай не допустил ВОЗ к расследованию о происхождении коронавируса, в то время как Республика Таджикистан обладает потенциалом для тестирования COVID-19. Все же это новое заболевание, и каждая страна учится и наращивает экспертный потенциал по выявлению данного вируса. Так же, как и другие страны, Таджикистан предоставил образцы пациентов с подозрением на COVID-19 в референтные лаборатории ВОЗ для подтверждения результатов. Проводятся ли у нас дополнительные проверки к ПЦР-тестам на коронавирус? Если да, то какие? Многие системы тестирования способны обнаружить антигены COVID-19 или антитела вируса, вызывающего COVID-19, уже разработаны или находятся на стадии разработки. Как таковые, тест-системы должны проходить процесс валидации чувствительности и специфичности. На основе текущей информации ВОЗ рекомендует использовать только такие системы МАНК, как ПЦР для лабораторного тестирования случаев заболевания COVID-19. ВОЗ приглашает компании предоставить свои материалы в список ВОЗ для экстренного применения с целью ускорения разработки систем диагностики в лабораторных условиях ИФТ, для обнаружения вируса ТОРС, тяжелый и острый респираторный синдром ЧОВ-2, СМ. https://www.diagnostics_laboratory/eul/n/. Главный пульмонолог России Сергей Авдеев и другие известные врачи уже давно заявили, что тесты на коронавирус могут давать ошибочный результат, что для выявления болезни можно делать компьютерную томографию, потому что снимок КТ при коронавирусе и обычной пневмонии совершенно разный. Кроме того, даже по анализам крови врачи могут определить наличие изменений, характерных для коронавируса. Знаете ли вы об этих дополнительных методах? И используются ли они в таджикских клиниках? Руководство ВОЗ по эпидемиологическому надзору принимает во внимание, что не все случаи инфицирования COVID-19 могут быть подтверждены путем лабораторного тестирования через ПЦР. Это может быть обусловлено несколькими причинами: качество образца, время отбора образца, тип отобранного образца, пробы и так далее. Фотося Плюс также, с расширением распространения инфекции в странах, может потребоваться определение приоритетности тестирования по мере того, как количество случаев инфицирования будет превышать возможности тестирования. По этой причине, в рамках осуществления мероприятий по контролю заболевания, необходимо изолировать все подозрительные случаи, вероятные случаи и лабораторно подтвержденные случаи, СМ. Определение случаев заболевания, приведенными в руководстве ВОЗ по эпидемиологическому надзору по ссылке file.20//bronch/disktop/chlinicial%20pilar/o2020.6enc.pdf и определить их контакты путем отслеживания контактов и введения карантинных мер. Изоляция на дому. Если КТ-сканирование дает подозрение о том, что пациент может быть инфицирован вирусом ТОРС-ЧОВ-2, что может предполагать тяжелое заболевание, рекомендуется провести лабораторное тестирование методом ПЦР. Потенциал по проведению КТ-сканирования имеется в наличии в системе здравоохранения Республики Таджикистан. В общем, система тестирования на основе ПЦР лучше подходит для определения того, инфицирован человек или нет, а серологические тесты и анализ крови лучше подходят для обнаружения того, были ли вы инфицированы недавно или в прошлом. Правительствам следует уделять внимание на тестирование на основе методов ПЦР или любой другой форме тестирования, которая определяет активную инфекцию. Однако серологические тесты являются критически важными для определения числа инфицированных среди населения, а эти данные являются важными для определения направления развития данной эпидемии. Мы рекомендуем проводить тестирование всех подозрительных случаев,
Можно ли подделать результаты тестов? Технически это реально? Возможно ли, что положительные результаты вам просто не показали? Республика Таджикистан обладает потенциалом для проведения тестов на COVID-19. У сотрудников ВОЗ был доступ к детальной информации о практиках лабораторного тестирования. Также Таджикистан предоставил образцы проб от пациентов с подозрением на COVID-19 в референтную лабораторию ВОЗ по COVID-19, и все результаты до сих пор были подтверждены. ВОЗ полагается на данные, предоставленные странами, и все страны привержены такой практике. В рамках ММСП международные медико-санитарные правила. На вопросы отвечает доктор Ричард Пибоди, руководитель группы по управлению инфекционными угрозами ЕРПВОЗ. Из 319 человек, госпитализированных с пневмонией в больницу на Первом Советском в Душанбе, 136 были медработниками. Как вы можете прокомментировать эти данные? В Таджикистане эпидемия пневмонии. ВОЗ еще не располагает данными о случаях пневмонии или о причинах их возникновения в Республике Таджикистан на апрель. Но мы знаем, что медицинские учреждения могут и играли роль в передаче контагиозных заболеваний во многих странах. При любых обстоятельствах инфицирование медицинских работников в ходе исполнения служебных обязанностей является неприемлемым. Тем не менее, нам следует быть осторожными при интерпретации таких цифр, особенно по причине того, что медицинские работники могли также быть инфицированы в своих общинах, а не только в медицинском учреждении. Для понимания ситуации на месте необходимо собрать больше информации. Мы продолжаем настоятельно советовать, что медицинские работники должны быть защищены соответствующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), и они должны быть обучены правильному использованию этих средств. Это особенно важно в рамках мероприятий по подготовке или реагированию на случай COVID-19. Численность медицинских работников, инфицированных COVID-19, остаются высокими по всей Европе, потому необходимо повысить внимание профилактики и контроля инфекции в условиях системы здравоохранения и оказания медицинской помощи. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус еще в середине марта призвал делать как можно больше тестов на коронавирус, даже людям без симптомов. Давали ли вы такие рекомендации Минздраву Таджикистана? ВОЗ продолжает рекомендовать всем странам проводить тестирование всех подозрительных случаев, а также проводить тестирование контактов таких лиц, у которых проявляются симптомы. Какими последствиями чреваты сокрытие или ошибки в своевременном выявлении коронавируса в стране? Есть ли такие примеры в мире? Своевременное предоставление информации о событиях, подобных COVID-19, которые могут переходить границы и угрожать международному здравоохранению, занимает центральное место в международных медико-санитарных правилах ММСП 2005 граммов. Предоставление информации помогает международному сообществу выполнять принципиальное предназначение ММСП в отношении профилактики, обеспечения защиты, контроля и реагирования на международное распространение заболевания. ВОЗ полагается на то, что страны предоставляют свои данные здравоохранения, и все страны привержены к этим обязательствам в рамках ММСП. Этот механизм играет критически важную роль в способствовании глобальному реагированию на пандемию COVID-19. Миссия ВОЗ окажет помощь Таджикистану. На вопросы отвечает Патрик О'Коннор, руководитель команды миссии ЕРПВОЗ в Таджикистане. СМИ не удается получить информацию изнутри больниц, а получаемые сведения от очевидцев критикует Минздрав. Граждане ждут реакции международной организации. Не планируете ли вы лично или с комиссией ВОЗ посетить больницы, где лежат больные пневмонией? Тем более в соцсетях вас к этому призывают уже простые граждане Таджикистана. С получением сообщений о случаях COVID-19 от Республики Таджикистан, основной задачей миссии будет оказание поддержки государственным органам в управлении распространением COVID-19. Команда миссии намеревается встретиться как с чиновниками высокого ранга, так и с экспертами в соответствующих сферах общественного здравоохранения, для осуществления совместной работы в направлении оценки рисков и понимания ситуации на месте.
а также в направлении разработки механизмов реагирования, необходимых для разрешения ситуации со вспышкой. В течение прошедших 2 месяцев ЕРПОС организовала около 60 миссий, связанных с COVID-19, в страны региона, с целью предоставления технических консультаций и руководств к действию по ряду вопросов, включая лабораторную поддержку, эпидемиологический надзор над заболеванием, операционное планирование и готовность госпитальных служб. Располагаете ли вы информацией о заполненности больниц и инфекционных отделений страны? По некоторым данным, во многих из клиниках уже нет мест и власти готовят дополнительные помещения, например, крытый манеж на центральном стадионе для приема новых больных. Что вы об этом знаете? Миссия ВОЗ планирует оказать помощь органам здравоохранения Таджикистана в ряде базовых сфер деятельности, включая тестирование, клиническое ведение и профилактика инфекций и инфекционный контроль, эпидемиологический надзор и эпидемиологию, а также оповещение о рисках. Это взаимодействие также включает в себя рассмотрение потенциала больниц и уровня потребностей в рамках возможных сценариев передачи инфекции. Подпишись на канал и нажми на лайк.